Гульбуддин Хикматьяр, лидер Исламской партии Афганистана, которого лидеры движения «Талибан» избрали имамом своей пятничной молитвы в Кабуле, 27 августа, в своем выступлении перед молитвой резко раскритиковал президента Таджикистана Эмомали Рахмона за то, что он потребовал у талибов достойного места в будущем правительстве Афганистана для национальных меньшинств, особенно таджиков. Гульбуддин Хикматьяр обвинил Эмомали Рахмона во вмешательстве в внутренние дела Афганистана. Сегодня мы слышим из Душанбе, столицы Таджикистана, как их президент заявляет о том, что мы в будущем правительстве должны учесть права меньшинств, особенно таджиков. То есть, он таким образом пытается показать себя защитником прав таджиков. И хочет объяснить нам, что мы должны соблюдать права меньшинств, и они должны получить широкое участие в правительстве. Гульбуддин Хикматьяр, который и ранее был известен своими националистическими пропуштунскими высказываниями и нападками на язык дари и дариязычных, потребовал у Эмомали Рахмона и руководства Таджикистана, чтобы они занялись проблемами своей страны. Займитесь проблемами таджиков и таджикистанцев. Решайте их проблемы. Соблюдайте права меньшинств, которые проживают в Таджикистане. Страна называется Таджикистан, но и там проживают национальные меньшинства. Пусть спросят у себя, а сколько, например, узбеков в вашем собственном правительстве? Сколько представителей других меньшинств? Меню главное Афганистан политика Таджикистан Хикматьяр Эмомали Рахмону, займитесь проблемами своего Таджикистана. Гульбуддин Хикматьяр, лидер Исламской партии Афганистана, которого лидеры движения «Талибан» избрали имамом своей пятничной молитвы в Кабуле, 27 августа, в своем выступлении перед молитвой резко раскритиковал президента Таджикистана Эмомали Рахмона за то, что он потребовал у талибов достойного места в будущем правительстве Афганистана для национальных меньшинств, особенно таджиков. Гульбуддин Хикматьяр обвинил Эмомали Рахмона во вмешательстве в внутренние дела Афганистана. Сегодня мы слышим из Душанбе, столицы Таджикистана, как их президент заявляет о том, что мы в будущем правительстве должны учесть права меньшинств, особенно таджиков. То есть, он таким образом пытается показать себя защитником прав таджиков. И хочет объяснить нам, что мы должны соблюдать права меньшинств, и они должны получить широкое участие в правительстве. Гульбуддин Хикматьяр, который и ранее был известен своими националистическими пропуштунскими высказываниями и нападками на язык дари и дариязычных, потребовал у Эмомали Рахмона и руководства Таджикистана, чтобы они занялись проблемами своей страны. Займитесь проблемами таджиков и таджикистанцев. Решайте их проблемы. Соблюдайте права меньшинств, которые проживают в Таджикистане. Страна называется Таджикистан, но и там проживают национальные меньшинства. Пусть спросят у себя, а сколько, например, узбеков в вашем собственном правительстве? Сколько представителей других меньшинств? Гульбуддин Хикматьяр также напомнил, что сам Эмомали Рахмон всего несколько лет назад избавился от русского окончания «ов» со своей фамилии, но своей политикой идет к тому, что Таджикистан вновь превратится в российскую колонию. Между тем, он похвалил нынешнюю позицию России по Афганистану. Как известно, Москва в целом положительно относится к приходу талибов к власти в Кабуле. А посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов и представитель Путина по Афганистану Замир Кабулов вовсе не скрывают свою симпатию к талибам. Жирнов даже несколько раз заявлял, что после их прихода в Кабуле стало намного спокойнее и безопаснее. Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 25 августа на встрече с министром иностранных дел Пакистана Махдумом Шахом Махмудом Курейши заявил, что этнические меньшинства, особенно таджики, которые составляют 46% населения Афганистана, должны иметь достойное место в будущем правительстве той страны. Приход талибов к власти в Кабуле еще более осложнил геополитические процессы. Факты ясным образом говорят о том, что Талибан отказался от своих прежних обещаний по созданию временного правительства переходного периода с широким участием других политических сил страны и готовится к созданию Исламского Эмирата. Таджикистан решительно осуждает все виды беззакония, убийств, грабежей, репрессий против населения Афганистана, особенно таджиков, узбеков и других этнических меньшинств, подчеркнул Эмомали Рахмон на встрече с Курейши. Он также подчеркнул, что Душанбе против того, чтобы соседний Афганистан вновь утонул в пучине междоусобных войн.
Республика Таджикистан подчеркивает, что для оперативного решения политических проблем соседней страны необходимо как можно скорее создать всеобъемлющее и инклюзивное правительство с участием всех этнических меньшинств, в том числе и таджиков Афганистана, которые составляют 46% населения Афганистана. После государственная система в этой стране должна быть определена на референдуме с учетом позиции всех граждан страны. Таджикистан не будет признавать ни одно другое правительство, построенное на репрессиях и беззаконии, без учета позиции всего населения Афганистана, особенно этнических меньшинств той страны. Подчеркнулось, что таджики должны иметь достойное место в будущем правительстве Афганистана, говорилось в сообщении пресс-службы президента Таджикистана.